нажимает на нужное окошко, выбирает ту цель, с которой они сюда прибыли, получает талончик. Пациенты также распределяются в определенное окошко, и регистратор на все выполняет определенные функции. Это позволяет регистраторам работать гораздо быстрее и эффективнее. Падобныя смарт-сістэмы ўжо добра вядомыя тым, хто наведвае буйныя аддзяленні банкаў. Камфортныя і зручныя інавацыі цяпер прыйшлі на службу медыцыне, у прыватнасці кансультатыўнай паліклініцы абласной клінічнай бальніцы. У фае установлены інфакіёск і электроннае табло з галасавым апавяшчэннем. Смарт-рэгістратура кіруе потокамі пацыентаў і пры неабходнасці карэкціруе электронную чаргу. Для кансультатыўнай паліклінікі, якая прымае пацыентаў з усёй вобласці да 600 чалавек у дзень, такая цифровизация была выкликана необходимостью. Утром происходило огромное скопление. Скопление, выстраивалась очередь около регистратуры в окошке. И это создавало, безусловно, неудобства и для пациентов, и для персонала. И поэтому нам надо было каким-то образом решать эту проблему. Мы изучали опыт во всей Республике Беларусь, мы побывали во многих учреждениях, но мы поняли, что самое главное нам усовершенствовать и оптимизировать именно работу регистраторов, сделать ее более быстрой, эффективной и, конечно же, создать более благоприятные, комфортные условия для пациентов. Пациенты зручность смарт-регистратуры оценили. Отгуки только станоўчыя. Очень удобно. Пришел, взял себе талончик по очереди, вас объявили. Не надо стоять, все, можете посидеть, можете отойти. Вы знаете, что ваш талончик, ваш номер какой. И все, и ожидайте. Табло есть, все есть. Кстати, очень-очень удобно. Удобно. Не надо в очереди стоять. Мне понравилось. Я сейчас первый раз приехала после ремонта. Я вообще сейчас в шоке чуть-чуть. Очень приятно. Адміністрацыя бальніцы жартуе, стварыць такія зручныя умовы дапамог, як не дзіўна гучыць, каранавірус. Пацыентаў у паліклініцы ў апошні час было няшмат, а таму тут змаглі за няпоўныя 3 месяцы адрамантаваць памяшканні, стварыць камфортныя зоны чакання на 120 месцаў і, канешне, правесці камунікацыі і замяніць абсталяванне ў рэгістратуры. Все это удовольствие обошлось примерно 100 тысяч рублей, и выполнили мы его за счет денег спонсоров и внебюджетных денег. Мы надеемся на то, что внедрение этих инноваций в поликлинике, в регистратуре поможет именно упростить доступ наших брестчан и жителей районов к нашим сотрудникам. Кстати говоря, мы примерно 40% пациентов, которые посещают консультативные поликлиники, это жители города Бреста. И 50% это жители сельских районов. Поэтому это большая масса людей, которые надо хорошо встретить, хорошо пролечить. Брестская областная клиничная больница на гэтым не спыняе удасканальвацца. Зараз завершается монтаж литотриптора, абсталявання для драблення камянёў пры мачакаменнай хваробе. Уникальный для Беларуси аппарат набыты за кошт сродкаў Министерства аховы здароўя. Кабинет литотрипсии открыюць ужо ў бліжэйшы час. Людмила Салдзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».